меня зовут Тамерлан. Я поступил в Назарбаев университет в 2010 году, то есть первым потоком, и окончил университет в 2015 году по специальности химическая инженерия. В данный момент я работаю в компании Apple в Купертино в Кремниевой долине. Моя роль – Data Scientist. Я работаю в команде Apple Books, то есть это приложение на айфонах и макбуках, где люди могут покупать книги, аудиокниги, читают, слушают. Я занимаюсь всем, что связано с данными, Big Data, Machine Learning. Моя роль заключается в том, чтобы собрать как можно больше данных. То есть у меня есть инженеры, которые собирают данные. Я с этими данными копаюсь, пытаюсь понять, как люди используют нашу платформу, как ее можно улучшить. То есть для этого строю разные статистические модели. Конечно, Назарбаев университет очень мне помог достичь тех целей, которые я сейчас достиг. В первую очередь это, конечно, были знания, очень важные базовые технические навыки. Затем это, наверное, главное было понимание того, что я могу достичь всего, чего захочу. Если главное очень стараться, это было понимание того, что я не хуже, чем любой другой студент в любом другом топовом вузе в мире. Меня зовут Хамза Шаризуда, я окончил Назарбаев университет в 2018 году, факультет политологии и международных отношений. Сейчас я проживаю в городе Вашингтон, в Соединенных Штатах Америки, работаю во Всемирном банке. В этом году, в мае месяце, я окончил магистратуру в Джорджтаунском университете, тоже с схожей специальностью международные отношения, международная экономика, международное развитие. Жду сейчас как раз свой диплом, ну и получается, с января месяца начал работать во Всемирном банке, занимаюсь развитием наших стран СНГ. Вот, сейчас, конечно, из-за ковида сейчас больше работы именно связано с вирусом, типа смотрим, мониторим, насколько вирус повлиял на жизнь, да, именно таких vulnerable groups, те уязвимых, так называемых групп, да, женщин, ЛГБТ, жертв домашнего насилия, мигранты, беженцы и так далее, да, то есть именно на уязвимые группы, как влияет ковид, типа, как мы можем наши проекты, скажем так, расширить, да, чтобы охватить большее количество людей, большее количество уязвимых групп. Сам вообще я был одним из самых первых студентов международных, которые поступили в Назарбаев университет. То есть родом я не из Казахстана, родом я из южной страны, Таджикистана, из Душанбе. Назарбаев университет, скажем, я не побоюсь сказать, сыграл прям такую ключевую роль, да, в моем развитии. Я нахожусь в США благодаря Назарбаев университету. Я даже скажу, что учеба в Назарбаев университете была намного сложнее, чем учеба, которая у меня была в США. А я учился в топовом вузе, Джорджтаунский университет по журналу, да, международных отношений занимает лидирующее место, да, то есть если строить, даже если ты хочешь построить карьеру, все знают, что именно нужно идти в Джорджтаунский вуз, да, потому что тут все эти международные организации, тут Госдеп, да, то есть тут все связи, тут хаб международного развития, да, международных организаций. Но там не было настолько легко учиться, потому что вот эту базу, которую я получил в Назарбаев университете, да, это вообще нет слов просто. Это мощная подготовка. Цель есть, хочу поработать во Всемирном банке еще пару лет, ну, мне кажется, года 2-3. Потом я хочу пойти на докторантуру, тоже в политологии, политэкономии. Хочу поступить в топовый вуз американский, да, либо колумбийский, Йель, Стэнфорд, либо Гарвард. Ну и закончить, конечно же, опять-таки мечта закончить докторскую. Меня зовут Карина Лезгиева, я сейчас являюсь студенткой PhD в программе Neuroscience в Гарварде. И в прошлом году, получается, в 2019 я закончила Назарбаев университет, школу SST, тогда еще существующую, по специальности биология. Сейчас я являюсь студенткой. И, получается, я учусь, но большую часть моего времени, то есть беру курсы, но большую часть своего времени я работаю в лаборатории. Будучи студенткой первого курса, я сейчас должна выбрать, в какой лаборатории мне продолжить следующие 5 лет своего обучения и работы, поэтому сейчас я прохожу ротации. То есть я пробую поработать в лаборатории примерно по 3 месяца, чтобы понять, подходит ли мне проект, подходит ли мне ментор и подходит ли мне, в принципе, атмосфера в лаборатории. Мы
сейчас находимся на главном кампусе Гарварда в Кембридже. Я вообще учусь и работаю не здесь, я работаю на территории медицинской школы. Это находится в Бостоне. Но мы решили прийти сюда. Мне здесь нравится, здесь красивый парк. Конечно, когда я поступала, была очень большая конференция в нашем году. Нам сказал еще на первом курсе как раз вот доктор Эмиль Мартин, когда мы спрашивали у него о карьере ученого, там, о карьере врача, он сказал нам, что вот что-что, но в науке никогда не бывает скучно, никогда не соскучишься. И поэтому, мне кажется, я хочу быть ученым, то есть сейчас моя, конечно, есть более сиюминутные цели, но такая цель на ближайшие лет 6, получается, это получить PhD и дальше продолжить свою карьеру ученого. Меня предупреждали, что здесь может быть очень токсичная атмосфера, потому что много конкуренции и так далее. И пока что это совсем не то, с чем я сталкиваюсь. Я пока сталкиваюсь только с обратным, я пока сталкиваюсь только с хорошим. Конечно, мне еще лет 5 писать свою диссертацию, но вот сегодня, как раз 1 июля, технически сегодня я студент-второкурсник. У меня сегодня, что называется, G-Birthday. Так что поздравляю себя. Вот. Так что, я думаю, это касается всех. Не сомневайтесь в себе, потому что вы всегда можете попробовать. И, возможно, вам кажется, что у вас слишком мало квалификаций. Мне до сих пор кажется, что не может быть, что я такая же конкурентоспособная, как мои одноклассники. Но они здесь, и я здесь. И как-то так получилось. Так что дерзайте, вообще не недооценивайте то, чем вы владеете, то, что у вас есть. Мен Назарбаев университетінде 2 рет білім алғам негізі. Бірінші рет 2011 жылы мұғалімдердің біліктілігін арттыру курстарына 1 жылдық курстарға түскенмін. Сол жылы біраз ағылшын тілін үйреніп, математиканың беру әдістемесін үйренгем. Оны бітіргеннен кейін Астанадағы физика-математика бағытындағы зияткерлік мектебіне математика мұғалімі болып жұмысқа орналастым. Сол курстарда да болашақ жұбайыммен танысқам. Ол ағылшын тілі мұғалімдігін оқыған. Екінші рет білім алғаным 2014-2016 жылдары аралығында. Ол жылдары магистратура білім беру саласында көшбасшылық бағдарламасында оқып жүрдім. Сол уақытта да Қарағанды қаласында Назарбаев зияткерлік мектебінде директордың оқу ісі орынбасары жұмысын атқардым. Бір уақытта жұмыста оқу бірге жүрген. Назарбаев университетінің бағдарламасында маған ерекше ұнағаны ол профессорлардың біліктілігі, біліктіліктерінің жоғары болуында. Өйткені әрбір профессор ол әлемге әйгілі жоғары оқу орындарында докторантура алған азаматтар. Торонтоның университетін бітірген профессор бар, Оксфорд, Кембридж, ақштағы Миннесота университеті, ең сондай білім беру саласындағы көшбасшы дейтін университеттердің түлектері бізге сабақ берген. Олардың тәжірибесі, білімі маған ерекше көмектесті. Себебі бұрын исполнитель дейді ғой, әр жұмысыма, әр тапсырма орындаушы ретінде қарап тұратынмын. Оның әрбір жобаның астарында не жатыр, ол жобаны іске сәтті асыру үшін қандай қосымша қадамдарды істеу керек деген сұрақтарға мен бұрын жауап іздемейтінмін. Бірақ осы магистратураны оқып бітіргеннен кейін кәдімгідей тек қана біздің елімізде мектепте емес, жалпы әлем бойынша болып жатқан жобалардың іске асырылуын тиімді іске асыру үшін қосымша қандай әрекет жасау керек, қандай факторлар әсер етеді деген нәрселерді тереңірек біле бастадым.